И это заслуженное наказание. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какое заявление взбесило таджиков. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Генеральная прокуратура Таджикистана сообщает, что после майских событий в Гбао 77 человек получили заслуженное наказание, а дела еще десятков жителей этого региона находятся на рассмотрении в суде. Неизвестно, что прокуратура имеет в виду под формулировкой «заслуженное наказание», но после этих событий десятки человек, в том числе бывший генерал таджикских погранвойск Халбаш Халбашов и несколько бадахшанских блогеров, были приговорены к длительным годам лишения свободы. В официальном сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры вечером 7 октября, говорится, что в целом после беспорядков в Гбао уголовные дела были возбуждены в отношении 109 человек, из которых 77 в соответствии с приговорами суда получили заслуженное наказание, а уголовные дела в отношении еще 32 лиц находятся на рассмотрении в суде. Как вы относитесь к таким цифрам и к формулировке «заслуженное наказание»? Кто заслужил? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Правозащитники и родственники осужденных утверждают, что десятки людей, приговоренных к длительным годам лишения свободы после майских событий, невиновны и выступили в защиту своих прав и в целом населения Бадахшана. После митингов в Гбао правительство Таджикистана направило в Харок спецвойска для проведения так называемой антитеррористической операции. В результате 18 мая несколько жителей Рушана, блокировавших дорогу Душанбе-Харок, были убиты и ранены. Жители говорят, что вышли на улицы, чтобы защитить свои права, так как в последние годы усилилось давление и преследование жителей Гбао. После этих событий международные организации, в том числе спецдокладчик ООН по делам национальных меньшинств, обратился к правительству Таджикистана с призывом прекратить репрессии в отношении памирского меньшинства в Бадахшане. Акции протеста в Гбао начались в мае с требования наказать стражей порядка, которые, по мнению демонстрантов, убили невиновного жителя Рошткалы Гулбидина Зиёбекова. В прокуратуре сообщили, что Зиёбеков обвинялся в захвате заложников, разжигании местничества и был убит при оказании сопротивления сотрудникам милиции. Генпрокуратура Таджикистана сообщила, что 89 человек, принявших участие в акциях протеста, привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство и участие в массовых беспорядках. Генпрокуратура сообщила о 3 жертвах среди силовиков и сообщила, что во время акции протеста 18 мая один офицер был убит и еще 6 получили ранения. Прокуратура обвинила демонстрантов и членов преступных групп в избиении сотрудников милиции, а также утоплении 2 из них. Генпрокуратура сообщила, что 18 мая 29 членов преступных группировок были нейтрализованы или убиты в ходе кровопролитной акции протеста в Рушанском районе. Хотя местные жители заявляют, что жертв среди мирного населения намного больше. По данным прокуратуры, целью демонстрантов и преступных группировок был захват власти. Сообщение Генеральной прокуратуры Таджикистана последовало после того, как представители таджикской оппозиции на заседании ОБСЕ по правам человека в Варшаве, которое продолжалось 27 сентября по 7 октября, вновь подняли тему насильственного подавления протестов в Гбао. Как вы относитесь ко всей этой ситуации и к поведению властей? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.